Государственная архивная служба Ингушетии наконец обрела самостоятельность, рассказывает Магомед Картоев, подводя итоги проделанной работы за год. Самое важное для архивариусов событие стало восстановление Госархива как органа исполнительной власти в рамках исполнения указа главы республики Махмуда Али Калиматова от 21 ноября 2019 года. Правда, вопрос реорганизации Госархива затянулся в связи с ухудшением эпидобстановки. Тем не менее, работа в этом направлении продолжается. Определять предельную штатную численность. Самое главное для нас это, конечно, и чтобы у нас и финансирование было для работы, и людей принимать на работу, то есть формировать свой кадровый состав. То есть это большой объем работы. И я считаю, что мы успешно с этой задачей справились. Более того, мы не срывали наши плановые какие-то цифры, которые у нас были установлены по архивной работе, по нашему направлению, поскольку есть определенные обязательства, есть определенная текучая работа, текучка, что называется, это по обеспечению комплектования, государственному учету, сохранности, использованию документов архивного фонда, по пополнению наших архивных фондов новыми материалами, в том числе и по нашей истории. Эта работа тоже велась. История Ингушского архивного ведомства ведет отсчет с 1993 года. В Госархиве Ингушетии уже сформирована солидная документальная база по истории Ингушетии. Используется как для обеспечения деятельности органов госвласти, так и в интересах развития исторической науки региона. Эта служба призвана донести до нас документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов страны. Документы здесь непрерывно пополняются, поэтому и возникла необходимость в дополнительных помещениях. Сегодня по итогам этих реорганизационных мероприятий у нас и органы исполнительной власти, которые реализуют непосредственно государственную политику в масштабах всей республики, это архивная служба, и подведомственные учреждения. Последний такой этап, это была передача постановления правительства государственного казенного учреждения «Государственный архив» уже непосредственно нам, подведомственное подчинение Государственной архивной службы. Это тоже буквально в ноябре месяце этот этап мы прошли. Один из важных вопросов, который мы намерены ставить, решать, это строительство отдельного здания архивохранилища Государственного архива Республики Ингушетия, поскольку сегодня, к сожалению, одну проблему все-таки обозначу, имеющиеся площади нам не позволяют принимать документы, новые документы, формировать наши фонды. К сожалению, все помещения сегодня на 100% заполнены. Сегодня, если у нас в Государственном архиве Республики Ингушетия хранится порядка 30 тысяч, чуть больше, единиц хранения, то сверх установленного срока в наших организациях, учреждениях, то есть в ведомственных архивах, хранится порядка 56 тысяч, по нашим оценкам, единиц хранения. То есть это практически 2 раза больше, чем хранится у нас сегодня в Государственном архиве. Эти документы, которые мы должны были принять уже сегодня. Но, к сожалению, из-за отсутствия этих площадей архивных мы этого сделать не можем. Уходящий год запомнился и выходом в свет 5-го тома, общим тиражом в 1000 экземпляров, посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа Терской области от 1886 года. Это часть хронологии жизни ингушей в царской России. Том собрал сведения о семьях, проживавших в населенных пунктах Хамхинского общества Горной Ингушетии. Это исторический труд Тимурлана Муталиева, автора проекта научно-документального издания. Долгие годы профессор кропотливо изучал и копировал документы из государственных архивов Северной Осетии и Ставропольского края. После его смерти продолжена работа была уже Госархивом Ингушетии. Общий объем документов, который хранится сегодня, он составляет 422 фонда по республике. Это более 90 тысяч единиц хранения. Из них непосредственно в Государственном архиве Республики Ингушетия 69 фондов и более 30 тысяч единиц хранения, как я уже сказал. Отдельно мы также ведем комплектование документов по нашей истории за счет выявления и копирования документов из федеральных, региональных, зарубежных архивов. Это то, что наиболее интересно населению, людям. Соответственно, у нас на сегодняшний день, если объем оценить, это более 200 тысяч листов кадров, документов по нашей истории на
бумажном, электронном носителе, на микропленке и так далее. Информация ценная не только для исследователей. Тут любой найдет сведения о своих предках. Работу действительно можно назвать общей. Каждый житель республики может предоставить в Госархивную службу имеющиеся у него документы и фотографии. До 1920-го, подводя итоги архивной службы Ингушетии, становится очевидным: правовое государство невозможно без архива. Ведь память и историческая хроника всегда должны быть в безопасности. Адам Мережков, Майырбек Мержоев. Новости 24.